Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске полицейские вернули украденный велосипед. Наряд патрульно-постовой службы около 3 часов ночи остановил велосипедиста. Полицейские заметили фрагменты противоугонного троса. Остановленный мужчина стал вести себя подозрительно. При осмотре у него были обнаружены отвертка и кусачки. Велосипедиста доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина ранее судимый 25-летний местный житель. Будучи пьяным, он украл велосипед возле одного из домов города. Владелец и не подозревал об угоне, пока ему не вернули транспорт. Пострадавший поблагодарил сотрудников полиции. Ранее судимый? Да, судимый по 166 по 161. Угу. Так. Ну, как это было, как произошло? Пили, вышел, увидел, все, откусил и поехал домой на нем. А орудие с собой постоянно носишь? Нет, просто я дома замок делал, из-за этого у меня в кармане они лежали. Угу. Просто увидел? Да, пьяный просто увидел и все. А до этого что употреблял? Водку пил. Много? Да, много. Угу. А цель какая была? Да, хотел до дома вообще доехать. Продать? Да нет, зачем? Думал, что велосипед-то другого человека, то что? Думал, не соображал, пьяный был. До дома хотел доехать. Откуда? На Кузьмина. И потом куда хотел поехать? На строителе. Что пожелаешь, вот, что молодежи, чтобы такие не воровали? Да, чтобы не воровали лучше. И все, что еще пожелать. Пускай не ворует, зачем? Спасибо третьему отделу полиции и ППС за то, что так оперативно нашли мой велосипед. Велосипед оставил на улице, возле подъезда, на лестнице, и ночью его украли. Вот сегодня подал заявление, и вот вечером уже нашли, и отдали мне мой велосипед. Спасибо. В Якутске осуждены наркоторговцы, сбывавшие наркотические средства на территории 47 городов России. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Установлено, что преступное сообщество организовано еще в декабре 2012 года. Они продавали наркотики через интернет-магазины. Суд приговорил участников организации к срокам от 8 до 16,5 лет лишения свободы. В Москве продолжается следствие по делу об убийстве женщины. Тело 57-летней местной жительницы с множественными ножевыми ранениями было обнаружено возле подъезда одного из жилых домов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что на нее напал проходивший мимо мужчина в медицинской маске. Подозреваемого задержали спустя сутки. Он напал на мужчину 1965 года рождения вблизи жилого дома. Напавший 54-летний мужчина, на котором была также одета медицинская маска. Очевидцы, поймавшие его, передали злоумышленника в правоохранительные органы. Почему сразу не обратились в полицию и не рассказали об обстоятельствах совершенного вами преступления? Я был в подавленном состоянии, то есть не знал, что делать, находился в ступоре, в шоке. Почему ранее в ходе допроса вас в качестве свидетеля 5 апреля 2019 года не сознались в содеянном? Я забыл об этом. Сначала помнил, потом забыл. В результате перестрелки вооруженных грабителей с полицией в аэропорту Тирана один из злоумышленников убит, остальные скрылись с большой суммой наличных. Деньги находились на борту самолета, следовавшего в Вену. Подробности в репортаже наших коллег рассказывает Сергей Берец. Во вторник группа вооруженных грабителей ворвалась на территорию международного аэропорта Тираны и захватила груз наличных, находившийся на борту самолета австрийских авиалиний, который готовился к вылету в Вену. Пассажиры уже находились на своих местах, а двигатели работали. По словам очевидцев, 3 мужчин в масках и комбинезонах военного образца проникли на летное поле и, угрожая оружием, заставили грузчиков покинуть багажный отсек машины. Подоспевшие сотрудники полиции вступили в перестрелку с нападавшими. Один из злоумышленников был убит. При нем обнаружена винтовка, ручная граната и снаряженный магазин. Остальные скрылись с добычей. Силы правопорядка при поддержке вертолета организовали преследование, но пока безуспешно. На месте преступления работают следователи и криминалисты.
Полицейские подтвердили, что похищена крупная партия денег, но ее размер не уточняется. В первых сообщениях прессы речь шла о 2 миллионах евро, но позже заговорили о том, что сумма может быть в 5 раз больше. Некоторые пассажиры решили, что стали свидетелями учений. Самолет вылетел по назначению через несколько часов. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.